Мы продолжаем непростой, но очень важный для татарской нации разговор о переписи населения. Около 10% общей убыли татар пришлось на столицу страны. В 2010 году по результатам переписи в Москве проживало 149 тысяч татар, что тогда тоже вызывало сомнения. По крайней мере, на Сабантуй там приходило в 2 раза больше народу. А по итогам последней переписи численность татар в Москве оказалась на 65 тысяч меньше. 84 373 человека. Это, напомню, при общем росте населения главного города страны. Ситуация парадоксальная. Если в некоторых регионах уменьшение количества людей объясняют миграцией в ту же Москву, то чем можно объяснить такое резкое, почти двукратное сокращение татар в столице нашей Родины? Зуфар Давлетшин искал ответы. От улицы Большой Татарской к Малому Татарскому переулку один поворот, за которым расположился татарский культурный центр. Дом Асадулаева построен более 100 лет назад и был центром притяжения татар Москвы. И школы, и детский сад, и театр. В 1941 году здесь открылся госпиталь. Татарской общине он вернулся в 2003. Генерал запаса Расим Сулейманович Акчурин в декабре отметил 91-й день рождения. С самого начала возглавил возрожденную татарскую национально-культурную автономию Москвы в 98-м. Работал до 2014-го и остался почетным ее председателем. Вот этот дом, когда мы получали, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, я на встрече с ним в Казани обратился к нему с просьбой вернуть дом. Здесь был колледж МИДа. Обращался в те годы к Расиму Акчурину и мэр Москвы Юрий Лужков с вопросом о количестве татар в Москве и области. Сказал, что грубый подсчет, за точность ручаться нельзя, Юрий Михайлович, но мы считаем, где-то 1 200 000 татар проживает в Москве. Это было около 20 лет назад. Коренной москвич Анвер Хусаинов говорит, что тоже слышал тогда от мэра Москвы, что татар в столице России около 1 миллиона человек. Хотя точной статистики тогда не было. Перепись в стране не проводилась 13 лет, с 1989 по 2002 годы. Москва притягивает буквально жителей всех регионов Российской Федерации. И татары не являются исключением. В Москве, в принципе, ни одна из наций не должна была уменьшиться в численности. Потому что, как я уже сказал, общая численность достаточно резко увеличилась. В 2012 году Москва увеличилась в 2,4 раза. В 1997 году здесь появилась школа с татарским этнокультурным компонентом. 41 ученик тогда пришел сюда впервые. Все были татарами. Тогда было татарского языка больше, потому что тогда поощрялись школы с этнокультурным компонентом. В Москве их было очень много. Школа с татарским компонентом, с армянским компонентом была, с немецким, норвежским, вот рядом была школа. Их было много. С 2010 года этнокультурный компонент изъяли из образовательной программы. И наша школа теперь уже тоже не называется школа с этнокультурным компонентом, она просто школа. Теперь здесь около 600 учеников, представители более 30 национальностей, и лишь четверть из них татары. Школа не в центре, в Люблино, не каждый сюда повезет ребенка. К нам тянутся дети тюркских народов, потому что родственный язык, им легче изучать язык, особенно кыргызы с удовольствием изучают татарский язык. Но у нас и русские дети любят уроки татарского. Все зависит от настроя и желания. И эти дети, татары, ждали нас до позднего вечера в продленке, чтобы продемонстрировать знания родного языка. Ляля Саитова обучению татарского языка и литературы отдала более 40 лет. И лучше говорит, когда не только в школе, а и в семье говорят на родном языке, тогда он будет сохраняться.
А для того, кто хочет, чтобы ребенок знал язык, расположение школы не проблема. Есть семья, которая специально купила квартиру рядом со школой, продали квартиру в другом районе, купили рядом, чтобы дети могли иметь возможность сюда ходить. Это семья Рушана Хазрата Аббасова, заместителя Равиля Гайнутдина. Директор школы говорит о семье первого заместителя председателя Совета муфтиев России Рушане Аббасове. Конечно же, мы дома также стараемся говорить по-татарски. И дети, Аллаха шукр, да, то есть они понимают татарскую речь, они говорят по-татарски, выступают. Очень важно у самого татарина или татарки самосознание. И если это есть, то, безусловно, я здесь не переживаю за наш народ. Но если это теряется, то, к сожалению, это печально. Муфтий уверен, что татарина невозможно представить без духовной принадлежности, без ислама, что национальное самосознание и религия должны идти вместе, а интерес к религии налицо. Соборная мечеть Москвы рассчитана на 10 тысяч человек. По пятницам собираются раза в 1,5-2 больше, а по большим мусульманским праздникам доходит до 150 тысяч. Люди готовы молиться на улице, но и это в основном представители Кавказа и Средней Азии. Сегодня, слава Всевышнему, в нашем государстве есть необходимая возможность самоидентификации, да, можно сказать, самосознания. Просто надо, чтобы сам народ активно в этом участвовал. И мы видим, как свою самоидентичность сохраняет еврейский народ. Только в Москве около 10 еврейских школ. Вопрос, их по переписи меньше, чем нас, но количество школ у них больше. У нас единственная государственная школа, где мы, безусловно, ведем татарский национальный компонент, но вопрос к нашему народу. Почему мы не инвестируем, почему мы не вкладываемся в создание татарской школы? Дети не слушают, что мы им говорим. Дети очень четко воспринимают, что мы делаем. Татары в Российской Федерации самая пассионарная нация в работе. Первая всегда была вера. Вторая – это ее дух. Третья – ее история. Четвертая – это культура. На пятом месте только язык. Конечно, наши собеседники не согласны с тем, что количество татар в России уменьшилось на 600 тысяч человек, в том числе в Москве почти наполовину. Говорят, что и к самой организации переписи есть вопросы, и что рождаемость падает у татар, что глобализация, ассимиляция и урбанизация сыграли свою роль. Но главная проблема в самих людях. Татарский народ является, я бы сказал, столпом, государствообразующим столпом. Есть у нас верхняя идентичность, это государство, без чего нельзя, иначе будет крах. Второе, наверное, следует национальная идентичность, если мы нормальный народ, полноценный. Обязательно должна присутствовать. Есть религиозный. Необходимо совместное усилие для того, чтобы мы все-таки пробудили наш татарский народ и не реализовалось то видение Гаяза Исхаки, который 100 лет тому назад сказал, да, после 200 лет пройдет инкарас, да, то есть полная ассимиляция. Это, конечно, очень печально. 100 лет уже прошло. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, 7 дней, Москва.